В детстве я увлекался естественными науками, и, конечно, большой вклад в это моих учителей, да, моего классного руководителя Светланы Петровны, и, конечно же, и моего первого учителя по биологии Ульяны Николаевны, которые мне, скажем так, у меня сформировали интерес к естественным наукам. И когда я впервые услышал в 2008 году, тогда я был студентом 4-го курса, о присуждении Нобелевской премии двум специалистам биологии, да, это Шиня Яманака и Джон Гёрдон, Нобелевская премия по биологии и физиологии, да, получается, за получение плюрипатентных стволовых клеток. Это специальные стволовые клетки, которые могут превращаться в любые другие клетки. Вот это открытие, оно считается революционным наравне с открытием антибиотика. И после этого начались исследования и разработки, как, например, получение выращивание искусственных органов, разработка биопрепаратов. Да. Прочитав все эти статьи, допустим, Шиня Яманака, я загорелся вот этим вот желанием, у меня прям голова чуть не взорвалась. Да. В порыве, короче, такого безумия и сумасшествия, да, я, в общем, решил посвятить свою жизнь регенеративной медицине, да, и заниматься клетками. Это было чертовски интересно. Да. В чем суть клеточных технологий? В том, что мы восполняем клетки. Да? Но так или иначе, любые болезни, они приводят к дефициту клеток. Моя, да, скажем так, да, эволюция пришла к тому, что мы остановились на печени. Мы выращиваем только клетки, да? Клетки мы будем сажать на специальную сеть полупроницаемых мембран, да, через которую, собственно, будет проходить кровь, да, и взаимодействовать, соответственно. Ну и это все должно превратиться в некое такое устройство. Но проект долгосрочный, мы уже только начали, только стартанул. Ну, благополучателем этого устройства будут пациенты, у которых верифицированы необратимые процессы, ну, деструктивные, да, процессы в печени, необратимая печеночная недостаточность, которым показана трансплантация печени. Но очень часто бывает, что клетки умирают после там, если ты неправильно что-то сделал, да, вот там, ну, температура там поменялась, да, ну, потому что каждый раз это стресс для клеток, да, а мы видим, вот в первый же день после пересева, вот они чувствуют себя хорошо. Замечательно, просто хорошо себя чувствует. Ну, потому что, почему вот эта чашка вот, лучше получилась? Потому что мы сюда добавили антибиотик. А там, оказывается, была инфекция. Инфекция попала, бывает такое, да? Вот, почему поэтому вот все время в масках, в перчатках, да, попадает инфекция, вы видите, какая картина там, да? Но все-таки клетки там живые, не прикрепившиеся, но не такие, да, видите, да, видели, да, разницу. А вы обработали антибиотиком? Да, сюда мы добавили, ну, совсем прямо маленькую. добавили? Вот в среду прямо добавляем антибиотик, да, и как бы вот уже клетки чувствуют себя хорошо, вот прям это очень большая радость на самом деле для меня, да, вот, и это очень... И научные исследования, вот прям вот любые можно делать, прям это моделирование препаратов, там, испытания препаратов на этих моделях, да, их как модели можно использовать, да, вот, потом вот все что угодно можно испытывать. Это клетки дают возможность вот проводить качественно новые, да, и фундаментальные исследования.